в поте лица, стремясь к своей цели и каждый день выкладываясь по полной. Путь, ведущий к Олимпиаде в Южной Корее, признается Станислав Волжинцев, был очень сложным. Найти свою мотивацию, настроиться на результат и, главное, не расклеиться и не поникнуть на фоне тесно переплетающихся спортивных и политических событий. На Пхенчхан ухтинец, тем не менее, настроился и ждал многого, но только не отказа. Время упущенных возможностей, потому что я, в отличие от, наверное, большинства спортсменов, уже, можно сказать, так возрастной, хотя таковым себя не считаю, да. Ну, по крайней мере, все-таки мне 32 года на данный день, и все то, что я делаю, мне уже делает гораздо тяжелее, так как спортсмены молодые, у них и запал посерьезнее, мне мотивацию тяжелее искать. Причин, по которым Международный олимпийский комитет приглашение так и не выслал, сегодня не знает ни спортсмен, ни его тренеры. Недоумение вызывает и то, что на Олимпиаду не поедут главные, по мнению Станислава, российские лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых. Из 12 положенных мест в российской сборной занята лишь половина. Допущенных до стартов мужчин-спортсменов просто не хватило. Ситуация не лучше и среди женщин. Там из 8 мест пустует 3. Впрочем, не получившая приглашение в Пхенчхан Ольга Царева с сожалением признает, до уровня Олимпиады не дотянула сама. С самого начала сезона у меня неудачно сложились первые гонки, я не отобралась на этапы Кубка мира, то есть это уже понятно было, что дальнейший отбор на Олимпиаду сложится для меня очень сложно. В принципе, мне дали шанс отобраться, я ездила на этап Кубка мира в Планицу, в Словению, но, к сожалению, достаточно плохо там пробежала и сама себя лишила возможности участвовать на Олимпиаде. Василий Рочев-старший уверен, решение отстранить многих олимпийцев сугубо политическое. И в конце концов наших спортсменов оправдают. Но время будет, увы, упущено. Я сам выступал в Америке, когда наших не пускали после ввода советских войск в Афганистан. Бойкот объявила Америка. И мы летели, вся команда летела через Монреаль. Перед этим звонили и сказали, если выйдут на награждение, буду стрелять. Но они нам, естественно, не говорили. Но вот такая ситуация была. Ситуация была, очень сильно нагнетали эту ситуацию. Но, несмотря на это, мы здорово выступили. Все равно мы психологию народа американского мы сломали. Резко высказывается об отстранении спортсменов и трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чапалова. Я могу ее назвать черно-белая Олимпиада, потому что несправедливость, она для меня неприемлема. И я бы, может быть, пожертвовала бы, наверное, собой. И даже если бы вдруг у меня, вполне, да, возможно было, там, если там результаты хорошие были бы, и была бы возможность, допустим, выиграть Олимпиаду, я бы все равно не поехала. Потому что настолько унизили сейчас спортсменов, и насколько я возмущена, просто, некрасиво, неправильно. Впрочем, некоторые российские болельщики уверены, ехать на Олимпиаду стоит, хотя бы для того, чтобы показать, на что способны наши спортсмены. Валентин Тимченко – зритель из сферы медийной. Ему часто приходится освещать подобные события в средствах массовой информации. Говорит, сегодня нашим атлетам нужно просто сжать зубы, отбросить или перевернуть в своем сознании знаменитый девиз Пьера де Кубертена «Главное не победа, а участие» и доказать обратное. Этот скандал может подтолкнуть к тому, что каждый успех на Олимпиаде спортсмена, который попадет туда, будет восприниматься как часть собственной такой немного победы, потому что мы вот этот предолимпийский сезон, особенно последние 2-3 месяца, очень сильно переживали за них, за всех. И поэтому, если наш какой-то молодой лыжник, ему удастся попасть в тройку призеров на какой-то дистанции, я буду себя считать причастным к этому. К идее проведения так называемых альтернативных соревнований, которые устроят для спортсменов, не попавших на Олимпиаду, сегодня относятся по-разному. И если для одних это достойная компенсация, то для других соревнования, соперники на которых будут недолжного уровня. Честно признаться, если я займу почетное место, да, и мне будут присуждать, я скорее откажусь от этого звания, потому что для меня это не по-настоящему, что ли, и все-таки я хочу побеждать и занимать призовые, как минимум, места в борьбе с сильнейшим спортсменом. У тех, кто попал в сборную, есть выбор – ехать в Южную Корею или все же остаться и участвовать в состязаниях в России. В любом случае, лицо нашей страны на предстоящей Олимпиаде покажут именно прибывшие в Пхенчхан спортсмены. Светлана Некрасова, Любовь Филиппова, Василий Янин, телеканал Юрган.